Уже более 50 лет почти ежедневно Лилия Шамилевна Агума совершает довольно крутой маршрут, поднимаясь из города к своей любимой музыкальной школе, где ее ждут ученики. В свои 84 она делает это с легкостью, а все потому, что идет она не просто на работу, а практически к себе домой. Именно так она воспринимает и школу, и свое служение музыкальному искусству. Это прекрасная девочка, Соня, ну такая хорошая. Она была маленькая-маленькая, ручка была маленькая, но у нее было такое желание, а это много значит. Да, музыкальные данные, само собой, но желание, когда у ребенка усидчивость работать над произведениями, это уже половина победы. Самая главная задача – это научить ребенка, приобщить, во-первых, к музыке, во-вторых, научить понимать, что ты играешь, какие ты произведения играешь, и что хотел тебе передать композитор. Без этого не получится. Музыка пришла в жизнь Лили Шамилевны еще в школьные годы и оказала огромное влияние на всю жизнь. По ее словам, определяющее значение имела личность ее первой учительницы, заслуженного педагога Ольги Николаевны Хочелава. В нашей с Лили Шамилевне беседе это имя прозвучало не меньше 10 раз. Ее влияние, ее манера учить детей и общаться до сих пор являются эталонными для Лили Шамилевны. Любой педагог должен вложить в ученика то, что вот он умеет, то, что он знает, а она много знала. Она настолько хороший педагог, что я вот пользуюсь, когда вот рассказываю ученикам, делаю им какие-то поправки, исправления, и я вспоминаю сразу язык Ольги Николаевны, ее речь, ее... Неужели вы так запоминаете? Это так, да. И я еще раз хочу сказать, что 80% зависит от педагога. Вот как он преподнесет, вот как он будет разучивать, как он окрасит, как он расскажет. Картину надо рассказать ученику. Я до сих пор помню, я была во 2 классе, и мне Ольга Николаевна дала Бирюльки Майкопара вальс. А я была во 2 классе. И она такую картину рассказала, а вот, говорит, закрой глаза и слушай меня. Огромный зал, все блестит, зеркальный пол, везде свет. И вот в этом огромном зале танцует пара, так легко, так свободно, вальсирует, он в черном фраке, она в белом платье, в длинном. И вот это у меня до сих пор. И когда я даю этот вальс, я до сих пор я ее словами говорю. Это был педагог великолепный. Она как руку ставила всегда, направляла первый палец, что самое главное в нашей работе, это чтобы вот зло у пианистов – это свободные руки. Если они зажатые руки, это уже все. Это самое большое зло. Свобода должна быть. Мышцы должны быть свободны. Иначе невозможно играть. Не будет у вас ни техники, звука не будет. Несмотря на многолетний стаж работы, в общей сложности Лилия Шамилевна преподает уроки фортепиано уже 62 года. В ней до сих пор чувствуется огромный интерес к преподаванию. Каждый новый ученик, приходящий в ее класс, это личность, которую надо зажечь любовью к музыке. И тут очень важен ласковый, почти материнский подход, считает она и советует молодым своим коллегам для начала просто петь с детишками, а не бросаться сложными терминами. Когда приходит ученик, надо его встречать музыкой. И всегда Ольга Николаевна садилась и начинала играть. И это приближает, во-первых, снимает у ребенка стеснение, снимает вот этот страх и приближает его к педагогу. Раньше, я помню, как Ольга Николаевна села, тогда была очень модная песня, я ей даже пела, она играла Дунаевского «Широка страна моя родная», это о родине, песня о родине. Вот. И она его играла так громко. То есть что?
надо его встретить и показать, что наш инструмент может играть громко, может играть и пиано. И вы знаете, как ребенок понимает? Вот начинаешь говорить, у тебя есть девочки, кукла, да, а ты ее укачиваешь, ты ее укладываешь спать. Да, а как ты ей поешь? Ты ей громко или тихо? Тихо. А у мальчика спрашиваю, если ученик, вот скажи, пожалуйста, у тебя есть братик маленький или сестра? Почти у всех есть. Вот как мама укладывает, они, знаете, как мне показывают? Вот так обнимают и поют, и так тихо-тихо. Вот чтобы ребенок знал, что такое форте и что такое пиано. И вот когда вы, вот это одно то, что вы говорите, а тут надо, самое главное, надо здесь играть. И это у ребенка появляется желание научиться так играть, как педагог, а то и лучше. Вот, это первое. Второе, мы будем петь, мы будем играть прямо с первого же урока. Каким же образом мы будем играть, ведь ребенок ничего не знает. И не надо. Я ему показываю, где 2 черные ноты, 2 черные, две черные, впереди нотка до. Ты будешь брать ноту до, а я буду с тобой играть, и мы играем 4 руки. И вот был такой у меня случай, когда ребенок прибежал домой и кричит: папа, я уже играю с первого урока, потому что я играл с учительницей, я теперь знаю, где нота до. Вы знаете, это радость. Если ребенок пришел со страхом, с боязнью, где-то ему было неловко, то он с урока должен не бежать, а порхать. Вот тогда он придет и на 2, и на 3 будет заниматься с удовольствием, потому что вот от первого урока очень много зависит. Вот как его ученик, педагог преподнесет, как он обласкает ученика. Ни в коем случае не говорить незнакомые слова. Вот ты сыграла громко, ни в коем случае форте не говори. Ты сыграла тихо, пиано не... Это все вводится постепенно. Почему? Потому что это ребенку неизвестно. И поэтому надо постепенно говорить по 2 нотки, по 2 слова, по 3, а потом осторожно нужно говорить. Посмотри, как будто птички щебечут. Правильно? Высокие. Правда? А это как я тебе объясняю. Человеческий голос. А это, посмотри, медведь с берлоги, голодный, весной встает, зимний спя, и он начинает реветь по всему лесу. И вот так постепенно ребенка вводить. Одним из ярчайших воспоминаний юности для самой Лили Шамильевны является ее участие в декаде абхазского искусства в Тбилиси, которая прошла аж в 1957 году, но воспоминания свежи, будто все это было вчера. Каждые 10 лет мы показывали свою культуру. Это был театр абхазский, тогда был Шарах-Пачалия, это был грузинский, по-моему, Чубинидзе там был, потом это был симфонический оркестр, это была эстрада, тогда пела Вероника, по мужу она Гавашели, и хор был, знаете кого, хор Гумба. И вот на фоне этого хора песни ансамбля наши абхазские стояли ровно, наши абхазцы красивые в этих. И вот на этом фоне на сцену выкатывают 2 рояля. Отсюда и слева, и справа крылья открывают этих роялей, звук там был что-то. А нас вот так держит и говорит: так, все, на сцену не смотреть и в зал.
Лев Григорьевич, наш золотой, Диригения. Вы с ним поработали очень долгое, да, такое Да. время, я думаю? Да. Во-первых, когда я училась, он был завучем, а потом я стала работать, он у нас был директором. А туда нас на декаду повез Лев Григорьевич. И он знает, что такое. Ну-ка, выступи на сцене оперного театра Палиашвили, народа. Там убийство было, там не только сидели, там стояли. Там ложи, все было переполнено. Сколько вам тогда было, Лилия? Я тебе скажу, мне было, ну сколько мне было, лет, наверное, училище уже было, ну лет 17 мне было, да, уже лет 17 мне было. И играли танец гостей, который написал он великолепный композитор Позднеев, а для них написал вальс шведов. Это профессор Тбилисской консерватории, он там жил и работал. И вот нас замучила Ольга Николаевна. Она что делала? Вызывала нас вечером в музыкальное училище, закрывала, выключала свет, и мы в темноте должны были играть. Так вот, если ты в темноте сыграешь, все, вещь готова. Вот так она нас мучила, да. И вот подход такой. очень. Она говорила, вы куда едете? Вы куда? Там публика музыкальная. Мы не должны, вы должны показать, что такое Абхазия. Мы музыкальный народ. За 62 года у Лилии Шамилевны было множество талантливых учеников. Среди них теперь немало ее коллег, преподавателей более молодого поколения. А еще она давала уроки фортепиано второму президенту Абхазии Сергею Васильевичу Багапше, о чем вспоминает с нескрываемым удовольствием. Он учился у меня и закончил великолепно. Правда? На фортепиано? На фортепиано. Он играл на концертах. Он выступал. И у нас был спор с его тренером по баскетболу. Седов был такой у него. И он говорил, как вы мешаете, ваша музыка, вечно вы его вызываете. А он говорит, у нас звезда. Я говорю, и у нас звезда. Да, и он так пел хорошо, Сергей, у него же мама какая музыкальная была, Сусана, они как пели. А у меня еще учился, я хочу его вспомнить, Алхаз Ферзба. Причем он учился не как общий фортепиано, потому что он ходил по классу виолончели, занимался. А ко мне пришел сначала как общее фортепиано. А потом мама пришла, Роза, и начала меня просить, Лилия Шамильевна, а можно, чтобы он у вас по фортепиано? Но он такой музыкальный. Это какой-то бриллиант, потому что он так рисовал. Я помню, было 8 марта, и он принес мне картину. Поздравлял меня с 8 марта. Оно у меня до сих пор дома. Я его берегу. Почему? Потому что там так нарисовано. И я ему говорю, ой, какой рисунок, какой. А кто, говорю, нарисовал? Я подумала, какой-то художник. А он говорит, я так робко. Я ему даже не поверила. Роза потом говорит, да, это нарисовал он. Он действительно самородок, чудесный паренек. Я тоже его часто вспоминаю. Да, вот такие вот у меня были ученики. За более полувековую педагогическую деятельность Лилия Шамилевна сумела поработать и близко узнать множество корифеев абхазской музыкальной истории и культуры. Нынешний директор детской школы искусств имени Ковача Михаил Алхазов, 8-й по счету, под руководством которого работает Лилия Шамилевна. Работать с молодыми коллегами ей комфортно, и видно, что и в коллективе к ней особое отношение. Это моя дорога, я знаю каждый камешек, я знаю каждую ямочку, потому что я работаю, сюда я хожу уже 50 с чем-то лет. До этого я при музыкальном училище была школа. Вот. И был тогда первый, знаете, педсовет. Я как помню, впереди сидят такие, как Зиздо, как Крепс, как Ольга Николаевна Хочолава, Бошко, это Эмухвари, там такие сидели. Потом была Ольга Фридриховна, такие все, это не Загорская тоже, Разумовская, это такой педагог, такой аккомпаниатор, она как играла.
А мы, молодые педагоги, не шли в первую дверь, мы сзади шли, и так еле-еле, потому что это был мой первый коллектив. А сейчас у меня 8-й директор, 3-й коллектив молодежный. И я бы хотела сказать несколько слов о нашем такой директор Михаил Матвеевич. Я должна сказать, у нас все великолепные. Все. Ишалов Александрович, он был демократ. Ему было все равно, кто стоит перед ним, ребенок, или взрослый, или еврей, или грузин, или абхазец. Демократ был, композитор. А что касается второго, Светланы Прокофьевны Кецба, я с благодарностью вспоминаю ее. Она много сделала и для школы, для этой школы тоже. И она сохранила нам много чего, и музей сохранила. Хотя грузинный архив, даже не хочу говорить, а то мне будет больно. Что хочу я вам сказать. 3-й был у меня Иманов. Уже здесь мы жили. Мы тут жили, мы тут работали, мы здесь творили. Это наша школа. И здесь проходили, вот я вам принесла, какие были у нас столы, потому что мы приглашали, из Тбилиси приезжают, пожалуйста, из Армении приезжают, пожалуйста, из Москвы приезжал Львов, постоянно к нам приезжал, пожалуйста. Они нам давали методуроки, они играли великолепно, показывали нам. Это было не музицирование, это было исполнение на высшем уровне. И, конечно, мы их благодарили столом. Вот. Это было все при Светлане Прокофьевне, потом Иманов, потом был у меня директор Аида Ашхарова, потом мой любимый диригент Лев Григорьевич. Как я его вспоминаю, он строгий был, но очень честный, порядочный, он прекрасный музыкант. И он относился как-то, он говорит: ребеночек к вам пришел, идите в класс. Если мы вдруг стоим и разговариваем, к вам ребеночек, он в то же время и как будто строгий, но он очень был ласковый. Язык у него был. Потом он прекрасный музыкант, прекрасный он скрипач. И самое главное, он нам организовал, это что ему стоило, это мы знаем, что ему стоило организовать оркестр. Он же приглашал из России скрипачей. Симфонически. Симфонически. А у нас же столько скрипачей не было. А нужно было приглашать. А раз вы приглашаете, давайте им квартиру. А грузины не хотели. И вот он в Тбилиси поедет безрезультатно, ехал в Москву, добился. Это нужно иметь такую голову и такой патриотизм, как у Льва Григорьевича. Вот. Потом был у нас Еник после войны, я хочу его вспомнить тоже. Это муж Гицба. Вот. А Гицба у нас занималась в нашей первой музыкальной школе. А наша любимая пианистка Отырба, она тоже у нас заканчивала. Все 3 сестры учились у нас в первой музыкальной школе. Потом Хашва, Мери и Инна, они все у нас учились. Множество грамот, наград, почестей. А в 1991 году по указу Владислава Григорьевича Арзенба она была удостоена звания «Заслуженный педагог». Но, как нам показалось, не грамоты и не почести определяют профессионализм Лилии Шамилевны, а то, когда же за одну единственную встречу она сумела своим внутренним состоянием, своим настроем и огромной энергией заразить нас интересом к музыке и к своей деятельности. Мы искренне желаем Лилии Шамилевне крепкого здоровья и неиссякаемых сил для любимой работы и для воспитания многочисленных правнуков, которыми она очень гордится.